Здравствуйте! Как всегда, в это время вечером по средам мы выходим в эфир, чтобы рассказать о событиях на оккупированных территориях Украины. Это программа «Оккуповані». Я напомню, что мы обсуждаем, что произошло в Крыму и также в отдельных оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Несмотря на то, что до сих пор все Верховная Рада никак не может признать оккупированными, мы называем вещи своими именами и, в принципе, говорим о том, что не пропускает цензура, к сожалению, которая там сейчас действует, но, тем не менее, о том, что важно, о том, что необходимо знать, в том числе и жителям тех территорий, и жителям Украины также. И сегодня мы начнем с событий в Донецке. Там развивается интересное противостояние, которое достаточно долго, оно длится уже несколько лет, оно такое долгоиграющее. Это противостояние между двумя полевыми командирами. Захарченко, который стал лидером ДНР, а также Ходаковским, который временно, скажем так, находится в опале, сейчас в такой оппозиции, он утратил влияние, но он убежден в том, что он еще это влияние себе отвоюет, что будут какие-то выборы, или что, возможно, Захарченко разочарует своих кураторов, и Ходаковский вернется к власти. Именно поэтому Ходаковский, который в самом начале 2014 года был очень как раз влиятельной персоной, когда еще не слышали о Захарченко, Ходаковский действительно уже многие процессы в Донецке на той подконтрольной ДНР территории контролировал. А сейчас получается, что он, скажем так, находится в оппозиции к Захарченко. И периодически они сталкиваются, между ними возникают конфликты. Один из таких конфликтов опять произошел, и точнее даже происходит, еще он не закончился, на минувшей неделе в организации «Патриотические силы Донбасса», которую возглавляет Ходаковский. Прошли обыски, на нее наехали люди Захарченко, которые искали что-то запрещенное, то есть, как всегда, обвиняли эту организацию в подготовке каких-то антигосударственных по меркам ДНР, да, имеется в виду действий и так далее. И что интересно, вот самого Ходаковского стали обвинять, точнее, такие забрасывать провокационную информацию, что он якобы готовит переворот в ДНР, вот по типу того переворота, который произошел в ЛНР недавно в Луганске, где Плотницкого, я напомню, отстранили и выдворили в Россию фактически, а теперь вместо него там остался заправлять всем Леонид Пасечник. Вот в частности интересно посмотреть на эти события в Донецке. То есть вот сняли такое видео против Ходаковского и его батальона «Восток», такую провокацию. Давайте посмотрим это видео, его выложили в интернет, и якобы там люди Ходаковского призывают дончан, жителей подконтрольной боевикам территории, выходить на улицы и протестовать против Захарченко. Как нам стало известно, вчера Халуи и Захарченко без каких-либо законных оснований провели обыски у настоящего патриота республики Александра Ходаковского. Как мы понимаем, причиной таких действий стала подготовка к организации патриотическими силами Донбасса мирных митингов на центральных площадях наших городов 17 декабря. Действия Захарченко доказывают, что он просто трус и боится повторить историю скурившегося Плотницкого. Заявляем, что мы, военнослужащие ДНР, поддерживаем Александра Ходаковского во всех его начинаниях и готовы с оружием в руках выступить против коррумпированной власти Захарченко. Призываем всех граждан ДНР 17 декабря в 12 часов выйти на центральные площади городов и показать власти, кто хозяин на Донбассе. Пусть Захарченко знает, что народ Донбасса не будет терпеть беспредел. Правда за нами, с первых дней и навсегда. Но, как объявил Ходаковский, он прокомментировал это видео, он сразу же объявил его фейком, что это такая провокация против него, и с помощью этого видео таким образом пытаются ему приписать несуществующие
желание захватить власть, свергнуть Захарченко и так далее. Но интересные процессы происходят так или иначе. Надо согласиться, что вот противостояние между, скажем так, противоборствующими группами в Донецке приобретает такие формы, и, возможно, если этот конфликт обострится, будут более серьезные, скажем так, события, последствия. Может все это перерасти в какие-то, в том числе, столкновения. И я думаю, что и Захарченко достаточно нервничает, ему не нравится, что есть Ходорковский, человек все-таки имеющий определенный авторитет среди боевиков, так и сам Ходорковский понимает, что может в любой момент стать мишенью Захарченко, быть обвиненным в чем угодно, в организации какого-то переворота и попасть под горячую руку. Ну а по поводу того, почему растет действительно недовольство Захарченко, почему в среде, в том числе и боевиков, и даже сторонников ДНР, все больше и больше к нему такое негативное и критичное отношение, мы поговорим дальше. Мы обговорим один указ Захарченко, который недавно вышел и наделал, скажем так, много шума в Донецке. Действительно, 6 декабря на сайте главы ДНР был опубликован указ Захарченко, в котором он постановлял или указывал, приказывал отобрать, национализировать, в кавычках, да, бизнес у известного предпринимателя из Докучаевска Александра Ахунзянова, который является владельцем, ну, по местным меркам в Докучаевске достаточно крупным бизнесменом и владельцем сети магазинов, а также он занимается там производством продуктов питания и выращивал грибы, шампиньоны, вешенки. То есть был таким, скажем так, бизнесменом средней руки, середняком крепким по меркам Донецкой области, тем более сейчас, когда там бизнес сужался и очень сильно сократились вообще возможности, ужались для зарабатывания денег, сократились рабочие места. На сайте компании Ахунзянова, а он был владельцем компании Dors Elite, она так называется, указывается, что всего на его предприятиях, которые входят в этот холдинг, трудилось около 600 человек. То есть для небольшого Докучаевска, где до войны жило там порядка 40 тысяч жителей, сейчас, наверное, меньше, но тем не менее все равно для небольшого города 600 рабочих мест это много, действительно. У Ахунзянова была сеть супермаркетов, которые назывались Elite Plus, она такая локальная, была только в Докучаевске, в его окрестностях располагались эти магазины. Интересно, что начинал этот предприниматель с 90-х годов, буквально с ничего, с нуля, у него там были ларьки поначалу, он ставил, и со временем все это разрослось в какую-то более-менее приличную компанию. Сам Ахунзянов еще до войны был депутатом Докучаевского городского совета и, естественно, был достаточно известным деятелем в своем городе. Но случилось то, что случилось. Сначала боевики национализировали и отжимали предприятия крупные, шахты, заводы, то есть забирали предприятия, как они говорили, у украинских олигархов. Но параллельно проходил и другой процесс отъема мелкого и среднего бизнеса. То есть действительно в какой-то момент решили, а почему, если, почему бы не забрать эти магазины, если они принадлежат какому-то человеку, который ничего все равно не сможет сделать. Лучше эти магазины будет контролировать какой-нибудь очередной полевой командир, не обязательно Захарченко, но, возможно, Ташкент или кто-то из его ближайших подручных. И этот указ был опубликован, вот мы его видим сейчас, что интересно, он был напечатан с ошибкой, там написано «постановляю», по этому поводу тоже было много шуток, много насмешек, но, наверное, самому Ахунзянову сейчас не до смеха, его можно понять. Человек, кстати, не был каким-то отчаянным сторонником ДНР, по крайней мере, свою политическую позицию он никак не
высказывал. На его страничке в соцсети нету никаких политических заявлений, лозунгов, символики, там, украинской или ДНРовской. Видно, что человек не хотел комментировать политику, не хотел, сторонился политических дел после всего, что случилось, потому что понимал, что это чревато, наверное, пытался и в Украине, и скажем так, на территории подконтрольной боевикам все-таки сохранять и бизнес, и возможности их посещать, но все закончилось плачевно для него, то есть все-таки вот уже 3,5 года прошло, и ему удавалось сохранять бизнес, а теперь все-таки бизнес этот отобрали. Кстати, в том же указе Захарченко говорилось также о том, что Ахунзянову запрещен въезд на территорию подконтрольную ДНР. Это, кстати, даже оптимистично, потому что из этого следует понятно, что его не арестовали, по крайней мере, и не бросили на подвал, как, к примеру, известного донецкого ресторатора Андрея Бегезу, про которого мы говорили в прошлой программе. Его арестовали, он сейчас сидит, ему выставили огромный штраф, и, скорее всего, все идет к тому, что также, да, все его активы будут отобраны, и у него заберут все деньги. И для него все кончилось гораздо хуже. То есть он, скорее всего, теперь еще и будет сидеть в заперти. Ахунзянов, по крайней мере, если ему запрещен въезд в ДНР, соответственно, он находится не на той территории, соответственно, он, по крайней мере, находится на свободе. Это значит, что, скорее всего, он все-таки, ему что-то удалось, наверное, вывести, какие-то деньги у него есть, и, по крайней мере, он жив, цел, и у него есть возможность начать все сначала, опять заново начать бизнес где-то в другом месте. Но учитывая, какая судьба зачастую постигает предпринимателей, да и просто обычных людей на территории ОРДЛО, да, то я думаю, что это еще не самый худший вариант, потому что очень много собратьев, коллег Ахунзянова, они лежат где-то закопаны в посадках, или убиты, застрелены, или сидят в тюрьме. Поэтому, наверное, еще не все так плохо, раз человек, по крайней мере, жив. Ну а мы дальше обсудим очередное скандальное заявление, которое прозвучало в России. Оно касается Крыма, поэтому нас оно интересует. Кандидат в президенты России Ксения Собчак, которая уже делала громкие заявления по Крыму и раньше говорила, что Крым это Крым украинский, то есть вот Россия, она признавала, что Россия незаконно его аннексировала, а сейчас несколько сменила риторику, потому что тогда ее заявления растиражировали с таким оптимизмом, в том числе в Украине. Но сейчас она, общаясь с журналистами, с украинскими журналистами, сегодня сделала заявление, уже такой шаг назад. И в своем новом заявлении касательно Крыма она сказала, что да, Крым это проблема, но к статусу 2013 года, вот к тому состоянию, которое было до войны, до аннексии, Крым уже не вернется. И для того, чтобы решить крымскую проблему, нужно проводить еще один референдум, международно признанный, и Ксения Собчак пообещала провести такой референдум или предложила его провести, когда в России сменится власть, или в случае, если в России сменится власть. Давайте послушаем, как это было. У нас есть видео, это ее прямая речь. Сегодня мы уже находимся в той ситуации, когда там живут живые люди, и мы должны тоже признать тот факт, что сегодня люди, многие из тех, кто живет в Крыму, ну, скажем так, относятся к Украине с опаской и хотят быть частью России. И этот факт должна признать не только Россия, но и Украина тоже. И мы должны вместе решать, что мы будем делать с этими 2 миллионами людей. Это их жизни, и решать вот это вот так за них, вначале забрать, потом отдать, невозможно. На мой взгляд, рецепт здесь может быть один. После смены власти в России в течение нескольких лет должен быть организован и проведен большой международно признанный референдум. Но достаточно странное заявление. Я понимаю, почему оно было сделано. Все-таки Ксения Собчак, наверное, рассчитывает на какую-то поддержку граждан России. И она хочет говорить вещи, которые россияне хотят слышать.
естественно, в России, наверное, непопулярная идея отказа от Крыма, но, тем не менее, заявление все равно странное, потому что, ну, не спрашивать людей, а кто их спрашивал в 2014 году, когда аннексия происходила. Как говорится, почему оценивается число этих людей в 2 миллиона, если мы сами не знаем, не было честного референдума, мы не понимаем, сколько людей там реально за Россию, сколько за Украину. Мы знаем, что там есть сотни тысяч крымских татар, которые явно после всего, особенно того, что сделала уже теперь Россия с ними, что она продолжает делать, наверное, не питает к России большой любви. И если там находятся люди, по мнению Собчак, по ее словам, которые с опаской относятся к Украине, да, действительно такие люди есть, но там есть также и люди, которые с опаской относятся к России и которые уже хлебнули, скажем так, жизни в составе России и, наверное, больше не хотят. Поэтому тут действительно ситуация неоднозначна, и мы видим, что, как говорится в известной поговорке, русский либерализм заканчивается на украинском вопросе. Как всегда бывает, любой российский демократ, любой российский либерал, он может быть сколько угодно либерален и демократичен, но как только заходит речь об Украине, о каких-то особенно территориальных спорах с Украиной и так далее, то тут сразу же либерал-демократ заканчивается и вылезает такой маленький империалист, шовинист, который, соответственно, говорит о том, что то Украина занимает не свои территории, то украинского народа нет, то украинского языка нет, или еще что-то в этом духе. Ну, а дальше мы перенесемся теперь в Луганск, поговорим о том, что произошло в этом городе. В Луганске произошло по традиции уже достаточно интересное и даже абсурдное событие, потому я уже ничему не удивляюсь. Я думаю, что уже в Украине вообще научились ничему не удивляться, никаким новостям из Луганска. Да, наверное, и в самом Луганске уже тоже смирились с тем, что там происходит вечно какая-то вакханалия, поэтому мы просто можем, скажем так, обсуждать без всякого удивления самые безумные новости оттуда. А в Луганске произошло вот что. Заур Исмаилов, это многолетний, многолетний, по крайней мере в предыдущие годы он занимал этот пост при Плотницком, при ЛНР, бывший генеральный прокурор ЛНР, который занимался вот теми репрессиями, в которых обвиняли Плотницкого, который арестовывал, хватал и мучил оппонентов Плотницкого, внезапно пошел на повышение. То есть человек, который, можно сказать, при Плотницком был одним из людей, которые осуществляли вот эту его тиранию, о которой теперь говорит Пасечник и новое руководство ЛНР, вдруг пригодился новым властям. И на прошлой неделе он был назначен заместителем министра юстиции ЛНР. Как бы мы ни смеялись над всеми этими министрами, юстициями в ЛНР и так далее, тем не менее, это вот в этой иерархии у боевиков пост достаточно видный, значимый и важный. И это совершенно, скажем так, путает карты и вносит такое непонимание в то, что происходит, потому что буквально в прошлый раз мы обсуждали, как в Луганске, изгнав уже Плотницкого, как туда вернулись люди, которых Плотницкий всячески вытеснял, там, обвинял в попытке государственного переворота и так далее. И эти люди теперь они рассказывают, что вот Плотницкий несправедливо их гнобил, Плотницкий оговорил и оклеветал своих соратников, Плотницкий убил Цепкалова, фактически запытал его до смерти. И все это делалось Генеральной прокуратуры ЛНР, которую на тот момент возглавлял Заур Исмаилов. Давайте посмотрим вот буквально видео, которое мы уже показывали. Я просто напомню о том, как в Луганске открывали мемориальную доску Цепкалову, которого убивал в том числе Исмаилов, которого теперь назначили заместителем министра. Давайте посмотрим это видео.
Открытие мемориальной доски памяти первому председателю Совета министров ЛНР Геннадию Цепкалову состоялось у здания Дома правительства республики в центре Луганска. В церемонии приняли участие исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник, председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов, министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, руководители других министерств и ведомств, друзья и боевые товарищи Геннадия Цепкалова. Можно сказать, с гордостью сказать, что все же история расставляет все точки над «и». Мы возвращаем прежде всего честное имя нашему боевому товарищу и отдаем дань уважения. Ну, честное имя и дань уважения – это, конечно, хорошо, но все-таки не до конца понятно, почему почти в память жертвы теперь фактически идет на повышение палач. То есть вот сейчас мы видим на экране Цепкалова, это тот человек, которому открывали мемориальную доску, это бывший так называемый премьер-министр ЛНР, его Плотницкий и Заур Исмаилов обвинили в организации госпереворота, замучили, там били в камере, потом сказали, что он якобы совершил самоубийство. Сейчас ему, по словам новых уже руководителей ЛНР, вернули доброе имя, и тут же вот этого человека, который его организовал, вот это все убийство, пытки и так далее, это Заур Исмаилов, тут же его вернули во власть, теперь он заместитель министра, при нем была такая интересная история, вот Генпрокуратуру ЛНР называли геншашлычной, потому что Заур Исмаилов якобы, ну, по слухам, я не знаю этого, но в Луганске такие слухи упорно ходили, владел там шашлычными какими-то, то ли их крышевал, то ли там оформлял на каких-то своих родственников, и таким образом вот сейчас сколько было критики в его адрес, он был такой мрачной фигурой, то есть наравне с Плотницким, которого ненавидели, которому уже накопился тогда негатив, и которого фактически вот в конце концов уже изжили, выдавили из Луганска, наравне с ним вот такой же негативной фигурой был и вот этот товарищ Исмаилов. И теперь оказывается, что, в общем-то, он уже не такой и страшный, и опять-таки сложилась совершенно безумная и парадоксальная ситуация, которая, наверное, везде, кроме Луганска, и воспринималась бы совершенно безумной и парадоксальной, но не там. То, что человек работает в правительстве ЛНР, который совершал эти пытки и покрывал Плотницкого, вместе с тем Плотницкий объявлен чуть ли не украинским шпионом и вынужден сбежать из ЛНР, и люди, которых Плотницкий преследовал, которых преследовал этот же самый Заур Исмаилов, теперь вернулись в Луганск, тоже на что-то претендуют и тоже вынуждены, наверное, с ним сталкиваться, с этим же Зауром Исмаиловым, вынуждены с ним каким-то образом контактировать. Конечно, эта ситуация фантасмагорическая. Но, кстати, надо сказать, что в Луганске, наверное, действительно есть такие традиции, вот таких совершенно безумных смешений, потому что тут надо такой сделать небольшой экскурс в историю. Дело в том, что Луганск при советской власти назывался Ворошиловградом в честь Ворошилова. В то же время в самом Луганске отдельные, скажем так, ну, объекты, улицы, кварталы назывались в честь других коммунистических деятелей. Например, был квартал Тухачевского, квартал Якира, при том, что тем, кто знает историю, понятно, в чем здесь противоречие. Дело в том, что Ворошилов в свое время был тем человеком, который в том числе репрессировал Тухачевского и Якира, объявлял их немецкими шпионами, предателями, троцкистами и так далее. Там был очень длинный список у них, там фашистские прихвостни и так далее. И было даже, есть такое в интернете, можно найти это письмо Ворошилова, где он их гневно осуждал, призывал их покарать по всей строгости советского закона. Но прошло время, и вот тоже палач и репрессированные им люди, которых потом расстреляли, они в одном городе, вот в топонимике Луганска, прекрасно уживались. Я думаю, что возможно, если мало ли как повернется история, мы не знаем, но если вот сохранится ЛНР, сохранится эта оккупация, там, то и сохранится мемориальная доска Цепкалова, то, возможно, в будущем вот рядом с ними где-то будет и мемориальная доска Исмаилову, и тоже палачи и жертвы будут на одних фасадах буквально висеть, и не будет в этом, никто не будет видеть в этом никаких противоречий, люди будут думать, что всегда так и было. Но теперь мы опять же перенесемся к не менее безумному событию, которое произошло в Донецке. Это событие тоже достаточно
достаточно нетипично, о нем стоит поговорить отдельно. Вот сейчас мы посмотрим, что же там произошло. А в Донецке отмечали 100 лет ЧК. В 1917 году, когда произошла революция, напомню, было она, скажем так, основана, эта ВЧК, Всероссийская чрезвычайная комиссия. И в Донецке в честь этого юбилея был поставлен памятник чекистам. То есть вот эти донецкие структуры под названием МГБ ДНР, они себя считают продолжателями дела советского ЧК, МГБ, НКВД, КГБ и так далее. Они об этом говорили, они декларировали именно такую преемственность. И на днях, буквально в Донецке, Захарченко лично вместе с другими деятелями ДНР открывал в центре города этот памятник. Ну, памятник такой, не скажем, что выдающийся, но тем не менее, все-таки это был такой камень, вы его видели на фото с определенной символикой. Это щит, меч, символика как раз гэбистов, чекистов. И произносили речь, в которой, соответственно, Захарченко хвалил этих людей, служителей ЧК. Более того, что, наверное, вызывало больше всего и недоумение, и возмущение, ну и вообще такую неоднозначную реакцию, на церемонию открытия этого памятника почему-то позвали школьников. То есть их туда согнали, старшеклассников, студентов техникумов, чтобы создать массовку. Было достаточно странно, потому что обычно свозят бюджетников каких-то, но, по крайней мере, взрослых людей. Почему в этот раз решили подключить молодежь, не до конца понятно. И более того, школьников даже заставляли декламировать стихи, посвященные чекистам. И записали вот такой ролик, который выложили в интернет. Это вот можно посмотреть прекрасный образец той пропаганды, вот, или, скажем так, тех медиатехнологий, которые вот на той территории постоянно транслируются, показываются по местному телевидению, в том числе выкладываются на других медиаресурсах сепаратистов в интернете. Давайте просто посмотрим видео, как это было. Оно стоит того, чтобы просто его посмотреть. Декабря отмечается День создания органов государственной безопасности. Раньше этот праздник назывался День чекиста. Вчера в центре Донецка был открыт мемориал воинам-чекистам. Мы солидарны, мы поддерживаем. Сотрудники органов безопасности всегда были и остаются примером наших силовых структур. Их всегда отличают профессионализм, мужество, беззаветная любовь и служение своей отчизне. Это люди, которые служат своему народу и своей родине. 100 лет назад была сформирована служба, которая смогла в самое тяжелое время для России, для тогда советской России, помочь создать государство. Сегодня мы открываем эту мемориальную стелу в память и в благодарность о тех людях, которые помогали нам, нашей родине, на Донбассе, создавать наше государство. К поздравлениям присоединились и учащиеся школ Донецка, которые запустили эстафету с поздравлениями воинам-чекистам и защитникам Донбасса. Школьники приходят возложить цветы к мемориалу у Центра славянской культуры, проводят неклассные занятия, посвященные столетнему юбилею образования ВЧК КГБ, и выражают благодарность чекистам за их добросовестный труд. Поздравляем с профессиональным днем! Вы стоите на защите порядка и защищаете интересы всей страны и ее простых граждан. Пускай вас бережет Бог от всяких бед, и ни на миг не отходил ангел-хранитель. Счастья вам и вашим близким, успехов в службе для своей отчизны. Спасибо, что такие люди есть. Присягу выполнят и не уронят честь. Мы с днем МГБ вас теперь поздравляем. Быть верными кодексам этим желаем. Чтоб служба у вас обходилась без риска. Спокойствие, мира, но чекиста! Ну, честно говоря, совершенно фантасмагорическое видео, и тяжело представить себе и поверить в то, что в 21 веке такое всерьез где-то происходит. К сожалению, это происходит в центре того самого города, который еще несколько лет назад принимал матчи Евро-2012, который считался достаточно прогрессивным, современным, даже и толерантным в том числе. Но вот теперь, к сожалению, герои вот такие. И
Тут можно долго очень рассказывать о том, что такое ВЧК, что такое было вообще ЧК, кто такие чекисты и так далее. Но, наверное, это и так тема многократно уже пережеванная, многократно ее обсуждали. В самом Донецке, кстати, есть захоронение на Рученковом поле. Там нашли жертв массовых репрессий, которых расстреливали, убивали в свое время. Там их в конце 80-х провели эксгумацию этого захоронения. И есть соответствующий памятный знак. Более того, в Донецке всегда чтили жертв вот этих репрессий и так далее. И тут, конечно, тотальная какая-то каша в головах, потому что, ладно бы все это делалось в пику просто Украине, да, то есть если бы таким образом хотели насолить украинцам, если бы, например, те же чекисты, НКВДшники расстреливали, убивали только украинцев, морили голодом и так далее, то это можно было бы хотя бы понять, с точки зрения какой-то логики, да, то есть вот в пику вам сделаем так. Но беда-то в том, что вот эти ребята, которых там почитали, ВЧК, КГБ и так далее, в честь которых сейчас проводят вот эти классные часы, стоят дети с шариками, с картинками, они ведь убивали вполне русских жителей Донбасса, русскоговорящих людей, убивали практически ни за что. Я думаю, что историю революции там сейчас знают плохо, но если бы люди читали книжки, они бы поняли, что убивали зачастую просто кулаков, то есть там предпринимателей, каких-то лавочников, то есть обычных владельцев, если говорить современным языком, ларьков, магазинов, каких-то небольших торговых точек, небольших каких-то производств и так далее. И в том числе убивали священников, которые, опять же, были за русский мир, за православие и так далее. То есть вроде как за то же самое, за что декларируют борьбу вот эти боевики ДНР в том числе. Ведь убивали чекисты не только киевлян, например, или львовян, или там, москвичей, да, убивали в Донецке, убивали дончан. До войны в свое время был установлен памятник, точнее памятная стела на улице Артема, вот на бывшем здании НКВД, там была стела жертвам репрессий, жертвам террора. И в 14 или в 15, я не помню точно сейчас, навскидку не скажу, в каком году, уже после того, как Донецк был захвачен ДНРовцами, эту стелу демонтировали, ее просто сорвали и уничтожили, и сейчас ее нет. И это очень непонятно и удивительно, потому что непонятно это презрение к жертвам, ведь на самом-то деле репрессировали простых советских людей, которые ни в чем не провинились. А почему нельзя их память чтить, почему нельзя говорить правду об этих событиях, почему нельзя сказать, что эти люди были убиты незаслуженно, мне совершенно не ясно. Ведь если даже с точки зрения дончан, которые там борются против Украины и не хотят жить в составе Украины, объяснить вот эту кровожадность по отношению к своим же землякам, к тем дончанам, которых убивали коммунисты, которые стали жертвой вот этих репрессий, всяких чрезвычайных комиссий, которые стали жертвами красного террора, совершенно не ясно. То есть за что такая кровожадность к своим же людям, которых расстреливали в результате этих репрессий? Ведь то, что репрессии были, я думаю, это уже исторический факт, его никто не будет оспаривать. И совершенно можно только сожалеть и скорбить по поводу того, что вот эти дети, которые сейчас там в Донецке живут, они воспитываются в такой атмосфере, и в будущем они будут уверены, что в том числе их предков, которых их репрессировали заслуженно, законно. Надо сказать, что, понятное дело, демонтируют не только памятники жертвам красного террора, и в первую очередь подверглись уничтожению памятники жертвам Голодомора. Их в некоторых городах тоже демонтировали. И опять же, от голода гибли советские люди, за что такое неуважение к их памяти тоже необъяснимо. Ведь если мы говорим, что якобы там в Донецке ДНРовцы, они борются за простой народ, то почему же тогда они стирают эту память о простых людях, которые были убиты? Да, тут можно еще в связи с этим случаем вспомнить, что, конечно же, сразу же почти как только ДНРовцы пришли к власти, захватили ее, они сняли и мемориальную доску украинскому поэту Василию Стусу, которого точно так же в свое время, в советские годы, арестовали, обвинили в том, что он там сочиняет антисоветские стихи, и отправили его в лагеря, где он и погиб.
Вот такая невеселая история. На самом деле нет и даже согласия с тем, что происходит у многих все-таки тех людей, которые даже с той стороны находятся, потому что, например, те ДНРовцы, которые являются приверженцами какого-то, скажем так, какого-то монархизма, ну это громко сказано, ну они, может быть, там являются русскими националистами, ну во всяком случае не сталинистами, да, и они считают, что, как, например, Солженицын считал, что советский строй нанес много вреда и что люди были незаслуженно замучены, советские люди. Вот многие с этим не согласны. Я уже читал и критичные комментарии в адрес Захарченко, что зачем он все это делает, зачем они воспитывают дончан именно в таком ключе. Ну а, конечно, в остальном можно только сожалеть, и надо понимать, что если вдруг мы еще окажемся, так сложится, что все-таки эта территория реинтегрируется, вернется, то Украине придется столкнуться с этими, в том числе, детьми, и каким-то образом пытаться находить с ними общий язык и объяснять им, что то, что происходило сейчас в Донецке, вот все эти абсолютно безумные перформансы, все это было, ну, мягко говоря, неправильно. И еще мы успеем сегодня обсудить одну тему. Мы поговорим о достаточно резонансном событии, о том, что из Донбасса уехали, была отозвана российская группа, которая вот находилась в этом общем центре по контролю и вместе с украинскими офицерами каким-то образом контролировала события, ну, мониторила вот эту военную ситуацию. Давайте сейчас через маленькую паузу поговорим об этом. Россия отозвала своих представителей из общего центра контроля и координации и подала это событие так, что якобы эти офицеры подвергались какому-то унижению со стороны Украины, со стороны украинских офицеров, якобы их там каким-то образом с ними неподобающе обращались. Но многие уже, в том числе и американская сторона, в этом усмотрели такой шаг к эскалации конфликта, что якобы Россия проводит этот демарш для того, чтобы перед обострением, то есть после этого, вслед за этим последует оживление боевых действий. И действительно так и получилось, что одновременно с этими событиями усилились обстрелы, и произошли обстрелы как стороны подконтрольной боевикам, попали снаряды в Стаханове, в жилые кварталы, сильно их повредили, там были раненые среди гражданских, выбитые стекла, перебитый газопровод. Так и на украинскую сторону, в поселок Новолуганское, который под контролем украинских военных, из Горловки боевики запустили пакет «Града», который попал, к сожалению, в самый центр поселка не по военным, а по гражданским. Причем в это время в поселке там как раз приехали волонтеры, которые в местном там доме культуры выступали, показывали спектакль для детей. Было много раненых, порядка 8 человек. К счастью, никто не погиб, буквально чудом никто не погиб. Пострадал детский садик сильно, там повыбивало окна, разбило крышу. И, ну, опять же, счастье, что просто не пострадали, не погибли дети. И американский представитель Курт Волкер заявил, что, возможно, вот это обострение и отзыв российских военных, они связаны, что вот этот вывод российских военных приведет к тому, что сейчас начнутся какие-то полномасштабные боевые действия. Ну, давайте посмотрим, как это событие подавалось на той стороне. Это сюжет одного из сепаратистских телеканалов, который показывался в Донецке. В СКК в полном составе пересекли границу с Украиной и вернулись в Россию. В ближайшее время военные прибудут в Москву. В МИД России констатировали, что украинская сторона сделала работу российских офицеров СЦКК невозможной, что и стало причиной их возвращения в Российскую Федерацию. Между тем, в представительстве Вооруженных сил Российской Федерации в СЦКК сообщили, что деятельность РФ в комитете стала невозможна при введении Украины биометрического контроля. Напоминаем, что в августе 2017 года президентом Украины Петром Порошенко был подписан указ об усилении мер контроля пересечения государственной границы, в том числе о введении с 2018 года неприемлемого для российских военнослужащих в СКК биометрического контроля.
Ну, вы слышали, чем мотивируется вывод этих военных. Честно говоря, непонятно, чем этот биометрический контроль такой неприемлемый, потому что мы знаем, что сейчас украинцы, сотни тысяч украинцев в этом году ездили в Европу по биометрическим паспортам, точно так же, и никто не посчитал это неприемлемым. Но в России есть свои, скажем так, причины, свои какие-то поводы для того, чтобы проводить вот такие демарши, поэтому тут добавить к этому по большому счету нечего. И остается только на сегодня, наверное, уже попрощаться, потому что наше время, к сожалению, подходит к концу. Но, как всегда, мы увидимся через неделю, вот перед Новым годом еще разок, и обговорим, подведем итоги недели, наверное, и итоги года в том числе ушедшего, в программе «Оккупованные», которая выйдет в следующую среду. А пока я говорю вам спокойной ночи.